Здравствуйте, меня зовут Николай Токугава, живу я в Калифорнии, родом я из Якутии, и сегодняшний мой ролик будет посвящен той новости, что вот в Якутии, значит, убито было 200 собак. Дело в том, что, чтобы понимать, что такое вообще вот это животное, собака, особенно собака, и кошки, в принципе, тоже. Дело в том, что раньше в Риме, значит, была такая практика по отношению к рабам. Их травили собаками, то есть собаки раздирали человека. Дело в том, что любая собака, вне зависимости даже от размера, ее пасть считается оружием, то есть она представляет опасность. Это животное, то есть особенно в стае, представляет опасность даже для взрослого человека. И, значит, сознание у этого животного, как у 5-летнего ребенка, то есть он двигается в основном на инстинктах. То есть этим словами можно объяснить, что по улицам скитающиеся бездомные собаки — это, как сказать, как будто люди, ходящие с оружием по улицам. То есть они представляют опасность. Даже в том случае, что если даже они не агрессивные, они в любом случае вооружены. По-другому, конечно, сложно будет им вырывать, значит, зубы и выпускать, то есть безоружными на улицу или с намордниками, потому что эти собаки тогда умрут с голоду. Вот. Значит, отпускать этих собак в город нельзя. Значит, должны быть, значит, дело в том, что вот депутаты Государственной Думы Российской Федерации, эти люди не ходят на работу, они не выполняют своих задач, поэтому, как я в других роликах у себя говорил, не хватает регулирующих законов. Они не выпускают эти законы, они выпускают общие законы, например, как вот бродячими собаками должны заниматься местные муниципалитеты. И им должно там, им выделяет определенное количество денег, но этих денег никогда не хватит. Потому что скорость увеличения этих собак все равно будет больше. Единственный способ — это уничтожать. То есть в том случае, если в городе хотя бы из этих 10 тысяч, которые сейчас живут в городе Якутске, хоть один заразится, значит, бешенством заразятся все. И, значит, улицы превратятся, я не знаю, во что в этом случае. Вот. Единственный способ — это моментально. То есть в этой собачарне, то есть в пункте содержания вот этих собак, когда обнаружили о том, что у одной, даже если бы было подозрение, что у одной есть бешенство, все собаки моментально были уничтожены. Это было правильное решение. Вот. И я считаю, что нужно, во-первых, как сказать, заботиться о людях. Понимаете? Для Государственной Думы Российской Федерации эти люди, они будущее свое видят там в Италии, Франции, Германии. Там они требуют для себя, для своей жизни, для своих детей безопасности в первую очередь. И когда они выезжают, они становятся вполне таки нормальными людьми. Это в России они ведут себя хулиганским образом. Так вот, поэтому в городе Якутске нужно, чтобы тамошние депутаты городской думы создали комитет матерей, которые эти матеря должны быть собраны из тех матерей, у которых дети были в свое время, значит, подвержены атаке вот этих бездомных собак. Так, в этом, смотрите в описании, я там ссылку скину, там есть изображение лиц детей, которых покусали собаки. И, как правило, собаки кусают лица детей. То есть это рваные, страшные раны детей. Там они могут глаз лишиться или так далее. Тут смотрите и представьте себе уровень опасности для этих детей. Вот. И поэтому вот эти комитеты матерей по защите прав детей должны быть в каждом городе, ребята. В России должны быть в каждом городе. Вот эти же организовываются как правозащитники собак. Понимаете? Они заботятся о собаках лучше, чем наши российские матеря заботятся о своих детях. Представьте себе, какая-то ужасная штука. Это какая-то культурная ошибка или, я не знаю, психологическая ошибка, когда женщины выходят, там же вот этот коллектив вот этих охранников вот этих животных,
они борются за права своих детей больше, чем российские женщины заботятся о своих детях. Их лица просто рвут, эти бешеные собаки, по улицам. Дети не могут вернуться домой в целости и сохранности школ или достичь этой самой школы, а женщинам хоть бы хны. Ребята, это должно быть на государственном уровне. Я обращаюсь, наверное, к мэру города Сардане, Аксентьевой, чтобы она создала такой комитет, и в этом комитете должны состоять именно матери, которые пострадали в результате вот этих собак. Чтобы женщинам своим примером преподали, значит, пример всем женщинам России, как нужно бороться для своих детей. Хотя бы от собак-то можно их защитить. Вот от Государственной Думы защитить детей невозможно. То есть от пальмового масла вряд ли вы защитите своих детей, от онкологии вряд ли вы защитите своих детей, но от бешеных собак-то можно же это сделать. Так вот, значит, в городе для этого нужно ввести, значит, карантинные зоны, зоны охраны детей. То есть там, где ходят дети, бродячих собак не должно быть. Это охранная зона. В Америке вот именно так, не по-другому. То есть это все равно, что, знаете как, рядом с школой не должны ходить педофилы. Если человек раньше подозревался в педофилии, то этого человека допускать, значит, чтобы он даже хотя бы жил или находился, значит, вообще пребывал рядом со школой, запрещено здесь. То есть, если какой-то взрослый человек здесь появляется рядом со школами, значит, полиция сразу подходит и спрашивает, в чем дело. А тут о том, что своры собак будут рядом с школами ходить, это вообще в Америке даже представить невозможно, понимаете? То есть охранная зона, весь город Якутск, и вокруг него на 200 километров должна быть охранная зона. То есть охранная зона детей от собак. Все собаки, которые были отловлены, они не должны выпускаться в город из-за охранной структуры. То есть тот человек, который выпустит свою собаку на улицу, если увидите, что кто-то выпустил свою собаку на улицу без поводка, без ничего, штраф должен составить 50 тысяч рублей, ребята. То есть, если кто-то там, даже если это щенки и так далее, он взял коробочку, посадил этих щенков, оставил в подъезде, снимите его на телефон и сможете донести до полицейского, этого человека штрафуют на 50 тысяч рублей. Закон должен быть такой, 50 тысяч рублей. Второе, чтобы завести собаку, нужно, чтобы у каждой собаки, это же ответственность, должен быть паспорт, и к паспорту должен быть чип. То есть, если вы видите, что у вашего соседа есть собака, вы звоните в полицию и спрашиваете, вот эта собака, она имеет паспорт, на законных ли основаниях этот хозяин содержит эту собаку. Полицейские приезжают, если обнаружится, что эта собака не имеет паспорта и не имеет чипа, следственно, то штраф тоже 50 тысяч рублей должен быть. То есть любой человек, который заводит собаку, он обязательно должен пойти и получить паспорт. Этот паспорт в год от оплаты за налог на псов должен быть 1000 рублей. А на самок, собак и кошек, скажем, да, цена должна быть 1000 рублей в месяц. То есть 12 тысяч рублей в год, если вы хотите иметь самку собаки. В случае, если она будет стерилизована, то значит, оплата падает на 1000 рублей. Должно быть так. Потому что только в этом случае будет превентивная мера. То есть, видите, там какой-то человек на поводке носит собаку-самку. То есть приплод у нее ежегодный 6 псов маленьких. Это в лес гадалки не ходи, понимаете? И, значит, вы тогда звоните в полицию и говорите, проверьте, пожалуйста, эту собаку. Приезжают и проверяют вот эту собаку. Если выяснится, что у нее нет паспорта, штраф 50 тысяч рублей. Если выяснится, что она не платит налоги, то есть вот эти самые, то штраф 50 тысяч рублей. Собаку не надо забирать. Нужно просто штрафовать. А эти штрафы должны идти через суд. То есть обнаружили собаку, спрашивают, это собака ваша собака, она самка, да, так, и вы не заплатили налоги. Приходите в суд, и суд выносит решение о штрафе 50 тысяч рублей. Вот какая штука должна быть.
И, значит, вот тогда и вот смотрите, если в городе, скажем, в частных руках находится около 50 тысяч собак, то по 1000 рублей это получается 50 миллионов рублей в год. Если сколько там есть собак, самок, то их оплата, значит, одна самка 12 тысяч рублей в год. Это же классная сумма. То есть люди сами будут быстрее избавляться от самок собак, потому что невыгодно. Лучше самца иметь лучше. Поэтому чем меньше будет самок, тем стоимость собак, во-первых, будет дорогая. И, значит, только в коммерческих интересах могут содержать вот этих самок. И, естественно, они смогут продавать вот этих щенков. А в основном все остальные будут, значит, выбрасываться. Вторая. Превентивные меры нужно принимать. То есть, если вы видите, что на улице собаковод выходит с самкой, то есть с псом, и этот пес гадит прямо на улице, потом, то есть, ну, какает прямо на улице, а потом не убирает за собой. Штраф за это должен быть 10 тысяч рублей. Человек должен выходить с пакетом, подбирать все эти какашки и относить его, значит, в мусорный бак. Если он этого не сделал, снимите на телефон, штраф 10 тысяч рублей должен быть. Обязательно. Вот, значит, если собака лает, у вас есть сосед, который живет через стенку, и у него там слышится лай, значит, звоните в полицию, штраф 10 тысяч рублей. Либо пускай избавляется от собаки, либо пускай собака не лает. То есть, таким образом, количество собак будет уменьшаться катастрофически быстрым образом. То есть, только очень ответственные люди будут содержать собак. Тоже должно быть относиться и к кошкам. То есть, за каждую кошку, каждая кошка должна иметь паспорт, каждая кошка должна иметь чип, и, значит, оплата ежегодная должна быть 1000 рублей. В случае, если, например, вы знаете, что у соседка там, у вас там 12, я вот когда в ЖКХ работал, некоторые женщины одинокие, они содержали по 14 кошек, и они почему-то в туалет выпускали их в коридор. Знаете, уборщица должна была мыть вот эти какашки там. Ходить было невозможно, представляете? И я ничего не мог сделать, что у нее... Она сколько кошек хочет, столько и содержает. Был бы налог на каждую кошку по 1000 рублей, она бы быстро избавилась от этих котов. Одного кота, в принципе, достаточно. Я так думаю. Там 1000 рублей в год оплата. Вот. В случае, если тогда в этом случае на улице обнаружите вот этого пса, смотрит на чип, и если выяснится, что, значит, хозяин его, значит, отпустил, то штраф должен быть 10 тысяч рублей хозяину. То есть по чипу сразу определяется, чья это самая. Вот. Если, значит, собака ощенилась и в течение месяца чипирования и получения паспортов не прошла хозяйка, то штраф за каждую собаку 50 тысяч рублей. В лес гадалки не ходи. То есть такая превентивная мера. Второе, значит, в городе Якутске я считаю, что вот из пункта содержания вот этих псов и кошек, там должно вот это все собираться и потом, значит, на фуре выводиться там вот этих контейнеров, живыми только, выводить на расстояние там вне карантинной зоны, то есть больше 200 километров и оставлять их там, то есть выпускать в лес. Какова вероятность, что они все вернутся? Ну, каждый раз будет возвращаться, я так думаю, половина, потому что там естественный отбор будет проходить в любом случае. Потому что, как сказать, людей, которые несут ответственность за этих собак, нет. Понимаете? И собака предоставлена сама себе. Но это не значит, что собака должна, значит, представлять опасность для детей. То есть собак можно выпустить как в городе, так и в лесу же. Одинаково, в принципе. Нет запрещающих законов. Но в городе должна быть охранная зона. То есть собак в городе Якутске без ошейников, то есть без привязи не должно быть. То есть на ремешке должен хозяин нести. Как только он его отпустил, 10 тысяч рублей штраф. Вот такой мерой борьбы можно справиться с бездомными собаками. То есть бездомные собаки и бездомные кошки, вот, это же результат полной неорганизованности собаководов и вот этих хозяев кошек же, на самом деле. Если внести, значит,
правильное регулирование вот этих учета и регистрации вот этих собак и кошек у хозяев. Если там будет все организовано, то в конечном итоге, значит, это вызовет то, что люди сами будут отпускать собаку где-то вот в 200 километрах. А хотя вряд ли, потому что собака вернется, полицейские по чипу узнают, чья собака, он получит штраф 10 тысяч. Понимаете? Лучше, наверное, там ему можно будет на законных, как сказать, основаниях отказаться от животного. Он должен принести его в приют и заплатить деньги на этот, как сказать, выдворение животного на безопасное расстояние от школ и человеческих жилищ, то есть от места, где пребывают дети. Вот. И это нужно сделать, ребята, по всей России, по всем городам, потому что, значит, из-за государственного управления, которое заботится только об олигархах, значит, в России такая штука вышла, что безопасность детей на улице стала, как говорится, той средой, где человек должен сам организовываться. То есть государство здесь не участвует и участвовать, судя по всему, не собирается. Поэтому государственные, эти городские думы эти вопросы должны решить. Если государственные думы, то есть комитеты матерей в этих городских думах это не решат, нужно городские думы распускать и проводить заново выборы и выбирать тех матерей, которые будут заботиться о своих детях. Потому что какая она мать-то, если она даже от бездомных собак своих детей защитить не может, то какая к черту она мать? Вот. Значит, вот таким вот образом нужно решать. Если городская дума это не может решить, то должен решать местный парламент. В данном случае в Якутии это Иль-Тюмень. Сделать вот эти законы, которые будут наказывать хозяев, нерадивых хозяев собак и кошек, значит, рублем, понимаете? И ставить их таким вот образом, что эти животные, собаки и кошки, не являются, значит, это же не игрушка, которую ты купил, а потом выкинул. Вот в Америке так много есть, там много вещей покупаем, но это вещи же. И если он тебе, оказывается, выясняется, что он тебе не нужен, ты его кому-нибудь даришь или просто выкидываешь. Но это же не живые создания, понимаете? Как только это касается здесь живых существ, особенно собак и кошек, это члены семьи же, ответственность. И, значит, в России это должно быть тоже так же. То есть это должна быть полная ответственность. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте лайки, значит, комментарии, потому что не только я их читаю, и думаю, что дальше будет лучше. Спасибо.